Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мои видео, за те прекрасные комментарии, которые вы мне пишете, за ваши лайки, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какой подарок готовит вам судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя, на свой подарок и загадайте, пожалуйста, свой срок. Настраивайтесь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и нужную информацию. Так, через край. Радость через край, эмоции через край. Когда песок просыпается, это всегда говорит об эмоциях. В зависимости от места, где он просыпался, я могу трактовать это положительные эмоции, либо негативные. В данном конкретном случае по линии центра это ваши эмоции, положительные, радостные. Это веселье, это счастье, это любовь. Это то, что будет вас переполнять, просто через край будет идти. Смотрите, все эти эмоции будут связаны с человеком, кого вы либо уже любите, либо полюбите. Здесь подарком идет возможность быть вместе, объединиться, любить друг друга, радоваться друг другу. Да, возможно, что-то начать вместе новое друг друга. Либо это знакомство, которое в кратчайшие сроки приведет к созданию очень счастливой пары. Здесь человек уже летит в вашу жизнь, летит. Может быть, как приехать должен, да, а может быть, вот-вот вы с этим человеком познакомитесь. Но подарок так подарок, всем подаркам подарок. Любовь, счастье, нежность, наслаждение. И, кстати, это не только для вас подарок, но и для этого человека тоже, что чувства-то взаимные, любовь-то взаимная, просто прекрасно. Так, еще подарок. Здесь кто-то готовит как нападение на вас, либо кто-то постоянно является причиной ваших каких-то неприятностей. Да, человек может что-то делать специально, чтобы вам навредить, нагадить. Человек может вас цеплять, как-то влиять на вас. Может быть, даже какие-то негативные, очень негативные действия магического характера делает. Здесь этого человека кто-то останавливает. Причем мне идет этот кто-то как в форме, человек в форме. Форма, да, кто носит форму? Полиция носит форму, военные носят форму. Носят форму, например, там какие-то служащие, да, там охрана носит форму, опять же, судья носит форму, униформу, да, вот эти как балахоны, или как они правильно называют. Кто знает, напишите, я просто не уверена в правильности этого названия. Там парики, по-моему, они носят, и вот такие черные одеяния, да. Этого человека останавливает. Причем так неожиданно, смотрите, со спины к этому человеку подходит, так вот в спину толкает и говорит: так, а ну-ка подойдите, гражданка, либо гражданин, сейчас мы с вами разберемся. Слушайте, здесь как молния над этим человеком ударит, и прямо в него, прям в лоб попадет. Человек надолго, как выйдет, да, будет выброшен из колеи, жизненной колеи. А здесь у кого-то отыграется, что человека даже судить могут, либо очень большой штраф могут впаять. Там крепко за него, либо за нее возьмутся. Для вас это подарок судьбы. Возможность выдохнуть, возможность оторваться от этого человека, возможность что-то делать, не опасаясь, что вам помешают. Это, я вам скажу, хороший, очень приятный, неожиданный, но очень приятный подарок. Да, кто-то в форме остановит. Неприятности, болька, страх, негативные действия в вашу сторону. Это будет остановлено. Человека остановят. Остановят те, кто носит форму. Форму, униформу. Так, правая сторона. С правой стороны мне идет
больше похоже на какой-то подвесной мост. Риск. Риск, который будет оправдан. По подвесному мосту идти — это значит рисковать. Но здесь вы будете рисковать именно вот что-то связано с работой, с вашей деятельностью, с вашей активностью. Может быть, что-то новое попробуете. Может быть, ну вот так придется, да, кого-то будете заменять, подменять. Может быть, какого-то нового клиента возьмете. Вы знаете, рискнете и не пожалеете. Здесь мост, он хоть подвесной, но он идет с таким подъемом вверх. Здесь явно вы будете в выигрышном положении, либо окажетесь при выигрыше. Так, кто рискнет поучаствовать в каком-то конкурсе, конкурс именно, да, там, где выбирают, тоже не пожалеете. Не пожалеете. Даже если вы никогда ни в чем не выигрывали, то здесь судьба вам обещает конкретную такую поддержку, помощь, и что все будет честно. Да? Главное, что все будет честно. То есть вы выиграете, по-любому выиграете. Хороший знак. Так, и еще подарки судьбы. Подарком судьбы для вас будут деньги. Деньги, которые вы скоро получите. Вы все разные. У каждого отыграется свой источник получения этих денег. Но вот 100% вы не ждете, либо не ждете в таком количестве. Может быть, вы ждете какую-то маленькую скромную сумму, а получите гораздо больше. Вы держите эти деньги в руках, и прям голова кругом идет, да, от богатства, которое у вас в руках. Ну, шучу, конечно, утрирую, но вот где-то приблизительно такое состояние, да, вот радость, эйфория, что вот у меня наконец-таки получилось, либо у меня наконец-таки есть такая сумма в руках. В любом случае вам будет очень-очень приятно. Деньги, большие деньги, кстати. Это не мелочь, это конкретная такая вот серьезная сумма. Так, еще один подарок от судьбы — это добрые вести о ком-то и либо от кого-то. Ну, допустим, у вас есть семья, либо родственники, либо близкие вам люди. Они где-то находятся, далеко от вас. Вы там за них переживаете, беспокоитесь. Может быть, даже как связь даже была нарушена, вы чего-то о них не знаете. Здесь придут очень добрые вести, что у них все хорошо, все замечательно, что там какая-то проблема решилась, либо там здоровье улучшилось. Прям до слез. Порадуйте больше, чем за себя, наверное. Вести придут, вести. И еще здесь мне показывают двоих, мужчину и женщину. Почему-то они как в каких-то условиях были, как условия как закрытые, либо что, в чем-то ограничены. Мужчина и женщина. У них дорога открывается. Дорога. И возможно, вы им будете помогать чуть позже, не сейчас. Подарком для вас будет именно то, что для них открылась дорога, что появился шанс, возможность, да, куда-то уехать, переехать, как свободу получить. Вот что для вас станет подарком. Так, еще судьба вам тут целый алмаз приготовила. В вашу сторону смотрит этот алмаз. Но по алмазам очень часто проходят, в прямом смысле слова, драгоценные камни. И также проходят таланты. Таланты, которыми обладает человек. Знаете, как дар у человека. Возможно, вы знаете о своем даре, о своих талантах. А возможно, для вас это будет большим-большим не только подарком, но и сюрпризом. Раскрыть в себе какой-то талант, какой-то дар. Знаете, как время пришло. Время пришло вот стать этим алмазом и блеснуть всеми своими гранями. Ну, а кто-то из моих дорогих зрителей в прямом смысле слова получит дорогой, драгоценный и очень-очень красивый камень в качестве подарочка. Это может быть и колечко, и кулончик, может быть даже как наборчик, да, с драгоценными камнями. Ну, красота. Красота — это удовольствие, да, это, как там говорили, так, Мерлин Монро говорила, да, что лучшие друзья девушек — это бриллианты. Ну, вот похожая картиночка идет. Я понимаю, что не у всех отыграется, но я от всего сердца желаю, чтобы каждая девушка, каждая женщина, кто смотрит мою отсыпку, да и мужчина тоже, получил бриллиант
да, получил что-то прям такое ценное, красивое, чтобы вас действительно порадовало. Так, еще. Здесь кто-то будет радоваться не за себя, а за кого-то из своих близких. Здесь мне показали совсем молодую девушку и такого же молодого парня. И они прям обнимаются, как на крылья становятся, да? Птенцы, которые выросли, которые летят видеть свое собственное гнездо. Здесь счастье, например, за дочку, либо за внучку, либо за сына, либо внука, да, что нашел свою половиночку, что счастлив, что молодые любят друг друга. А может быть, молодые сообщают, что у них будет пополнение, да, что ребеночка ждут. Здесь какое-то счастье, оно настолько огромное, что вы даже прослезитесь от этой радости, от этого счастья. То есть такой подарок, да, угодят вам ваши молодые, как новое поколение вам угодит. Очень прекрасно. Так, и здесь в левой стороне показывают, что судьба решила вам в чем-то помочь, в каком-то исполнении, в каком-то продвижении, в каком-то вашем желании. Такой подарочек будет. То, чего вы хотите, либо то, о чем вы в последнее время очень много думаете. Может быть, вы просили за что-то, кого-то, может быть, небеса просили. Вот судьба вас к этому подведет, подтолкнет и уберет какие-то преграды с вашего пути. То, что вам желанно, то, что вы хотите, вы в качестве подарка от судьбы получите. Любит вас ваша судьба, любит. И небеса вас любят, и люди, которые вас окружают, любят. Научитесь расслабляться, научитесь получать удовольствие от жизни. И поверьте, подарков в вашей жизни станет гораздо больше. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.